Что у меня осталось в памяти от 8-го съезда? Остались некоторые выступления яркие. Вот какие вопросы они затронули. Мы не должны успокаиваться. Мы не должны говорить, что все замечательно. У нас всегда есть нерешенные вопросы. И поэтому вот этого вот чувства успокоения, чувства «все замечательно» у нас быть не должно. Да, много сделано, много делается, но очень много впереди вопросов и задач. Это открытие татарских школ, детсадов, это пробудить бизнес, это огромная работа с молодежью, с молодыми матерями, с молодыми семьями. Это представительства татарские, дома открывать везде. Поэтому вопросов очень много. В периодике, в газете, в интернет-пространстве. Чтобы не было вот такого чувства, замена понятий есть. О, поплясали, песни попели, по-татарски поговорили, разошлись. Как здорово! Не совсем здорово. Мы должны чувствовать себя татарами. Каждый внутри татарин должен вести агитационную работу, пропаганду, идеологию сохранения татарского языка с друзьями, с родственниками. Ежедневно. Вот такая работа должна вестись. И молодежь, которая собирается и считает себя, что они шикарно проводят мероприятия, просто попели песни. Этого сейчас недостаточно. Нужно с людьми разговаривать, самосознание, идентификация татар, что внутри было вот это вот понимание, чувство, иман, рух, чтобы чувствовать вот это все. Biz barısında işlerge riza, elbette bugün bik küp yaxşı fikirler verildi. Hammagizga da zo'r rahmat, Mintemir Sharif sizga bek zo'r rahmat. Bunda tanqidlar da bo'ldi. Biz uni da qabul etamiz. Albatta biz o'zimizdan ishimizga qanoat tugul, bizga hali ko'p ishlar kerak. Vasilga seni bek ko'p maqtadilar, hali ortiga xiyollanib, bizning ishlar yaxshi, biz bo'ldiramiz deb anday xiyollar bilan ketirga tegish tugul. Biz ko'ramiz, nechuk globalizatsiya shirida o'zimiz nechuk saqlab qolarga. Albatta men narsa, biz bunisi ishlanmagan, tegisi ishlanmagan. Birinchi shiratda oila. Agarda biz tatarlar bo'lib, o'zimiz oilada tilimizni qo'llansak, ol birinchisi. Ikkinchisi biz dinimiz. Din biz din ahillarining yil sayin yig'amiz. Bizning har bir masjid ol borib namozxona o'qiydigan o'rin bo'lirga tegishli, ol shunday bir iratu dinga gana tugul, butun g'ariblarni da saqlauga biz bütün şaralarında kullanırga tegish. Albatta, bugungi kunda mana 1100 yil ilk bizning ota-bobolarimiz islom dinini qabul etdi. Bu yilgi yilni mana siz shuni netirga tegish, bayalarga tegish. Bu yilgi yilni, bu bayramni bütün Rossiya ko'lamida prezident Vladimir Vladimirovich Putinning ko'rsatmasi bilan ishlandi. Предложили назвать улицу, значит, Шаймиева. Bizni kim tanıttı dünyaya? Tataristan. Kim onun başında durdu? Kim şu bu kongresni bizga tuzib berdi? Kim şu 20 yıl ekonomikasini osqa tushirmasdan ko'tarib turdi? Mintemir abini eslayman. Men Kazan'ın uramlarını sanap çıktım. 700 uram var. Ansında kirpiçni de var, silikatni de var. Nersegine anda yok. Ersul Metsinga da yazıp karadım. Bizde neujeli bizim Tatar halkında yok kişiler şu kirpiçninin uğruna koyatırgan. Ana centerda Bauman degan uram var. Kim bilir şu Bauman kim ekenligini? Kongresni o'tinib so'raydi. Shunda yozib qo'yilsin. Mana shu uramni Shaymiyevning ismini qo'yirsin deb. Ну, при жизни Шаймиев достаточно скромный человек. Дело в том, что с Шаймиевым
Мы жили вместе в Мензелинске. Он с Сакинапой забирали меня с роддома, Сакинапа называла мне имя, и практически вот там до 10-14 лет это было постоянное общение, у нас были все семейные праздники вместе, поэтому мне так кажется, что как-то дай Бог ему долгих лет жизни, хорошего здоровья, но при жизни, наверное, он на это не пойдет. Он очень скромный, выдержанный, вот, кстати, мало кто знает, он с отличием закончил школу, с отличием институт. Очень удачно в этот раз вот мы успели с ним поговорить на сцене, но, к сожалению, много людей хотели сфотографироваться. Вот на днях у меня с ним произойдет встреча. Мы договорились с Олегом Витальевичем. Мы хотим с ним еще раз вот поговорить. Но у нас больше с ним на встречах мы вспоминаем те времена, которые ему очень приятны, и ностальгия. Вот такая у нас впереди встреча с Ментимиром Шариповичем. Значит, осталось в памяти выступление, когда говорили о ассимиляции. Вот это очень важный вопрос подняли, ассимиляция. Что если татарин, башкирин, на другой нации, мы все это знаем, мы с этим ведем работу. Многие вопросы, которые поднимались на съезде, они практически всегда созвучны нашим вопросам, которые мы поднимаем. Мы к съезду готовились за 2 года. Мы провели огромную работу с населением. Мы были в городах, в Татарстане, по России. И мы собрали предложения, вот эти вот обращения. Мы их все сформировали в 36 предложениях на русском языке. И отдельно у нас 20 предложений на татарском языке. Мы все передали в ВКТ. Что-то появилось в резолюции, что-то, мы надеемся, появится через 2 недели. Потому что это предложение от 1000 татар по всей России. Это дополнение к принятой стратегии согласно нашего конгломерата Москвы. Также мы готовились к этому съезду, у нас был YouTube-канал, у нас были вот эти делегаты первых, вторых, третьих съездов, они все выступали. Смотрите, ДЛ-16, наш YouTube-канал, где передать пытались настроение. Вот какое было настроение на 8-м съезде? Сколько фотографировались все? Многие люди не видели друг друга 5-10 лет. Это была настоящая встреча родственников татарской большой, российские и не только российские, там были люди из Средней Азии, из зарубежья. Это была вот монолитная, большая, дружная, неравнодушная татарская семья. И выступления были такие и немного с критикой. Были пожелания по больному вопросу по школе, по детским садам, по молодым родителям, по пробудить бизнес. Все это были, конечно, все эти вопросы. Был очень серьезный вопрос поднят, чтобы это в Татарстан все приезжали со своими детьми с посещением Булгар и общение там с хазрятами на татарском языке. Балалар белән шөгыльләнергә кирәк. Әгәр дә Рөстәм Нургалич Болгарда тагын кайбер шартлар тудырсак, без анда ел сайын һәр төбәктән балаларны алып килеп, җәйге каникуллар вакытында бөтен шартларын тудырып, шунда урында сөйләп, күрсәтеп, менә ул нинди урында булган, безнең ислам дине менә хәзер шушында ирекле рәвештә кайтуы, ул бит бер күрсәң бала чакта, башка кирип калса, ул дөресен әйткәндә яңадан гомер буе бездән дә матуррак иттереп, башка трибуналардан сөйләячәк, шундый бөтен тормышында. Бу зурный бу хыял түгел. Моның өчен эшләү кирәк. Пусть детям будет 5 лет, пусть 3 года. Они с этого возраста должны понимать свою причастность к этой огромной великой нации татары. Недостатки и пожелания с нашей точки зрения. Много было аксакалов, они нам все нужны, они делегаты прошлых съездов, мы все понимаем. Но все-таки нужно омолаживать нужно активистов. Вот мы сейчас занимаемся в школах.
Мы и в школе, когда выступаем в татарских лицеях, школах, гимназиях или это татарские классы, мы видим, что среди учеников уже там, начиная 4, 5, 6 класс, а больше уже там 9, 10, 11, есть определенная категория учеников, которые отличаются от других. У них другое суждение, они знают историю, они рассуждают по-другому. Вот из этих учеников мы собрали сейчас группу 45 человек, мы с ними общаемся. Это ученики Казани, Набережных Челнов, значит, Нижнекамска. Мы хотим, чтобы они были лидерами, идеологами татарского движения в будущем. Вот с каким бы удовольствием мы эти 45 человек посадили бы в этом зале. С каким удовольствием мы бы посадили, конечно, студентов. В каждом учебном вузе в Москве у нас есть уникальные активисты. Это 1-й, 2-й курс. Рухлары, миллек бараларда. Вот таких побольше студентов, учеников надо было, конечно, в зал. Может быть, параллельно с этим съездом проводить молодежный форум. Тоже подобие съезду. Вот тоже выбраны органы, тоже есть, конечно, молодежный форум. Но у него другие задачи. Вот это было наше пожелание насчет молодежи. Мы поняли, в чем этот замысел, 4-дневный марафон сбора татар со всей России и не только. Первый день это, значит, получается Песчань-базара. Он шикарно, уникально прошел, все окунулись в эту татарский фольклор, историю. Второй день это булгары. Это наша основа. 2 дня съезда. Получается 4 дня. Вот этот марафон 4 дня, проведенных плечом к плечу со своими коллегами по вере, по нации, оно как-то сконсолидировало, объединило всех татар. И потом этот концерт, где были представлены все исполнители с разных городов. Это было очень важно также для всех посмотреть. Интересная показалась инициатива, чтобы придумать такой, не придумать, а день, первый день съезда, 19 июня, назначить Днем татарской нации. Вот это также было все очень дружно поддержано. Это как раз совпадает с периодом Сабантуев, чтобы был День татарской нации с татарским флагом. Татары любят немножечко достижениями своими похвалиться. И есть чем похвалиться. Но ведь и есть над чем работать. У нас ведь 50% татар сегодня не разговаривают на татарском языке. Из тех, которые разговаривают, у нас 30% не пишут, не читают. У нас есть к чему стремиться. У нас нужно огромную сейчас работу проводить с молодежью, с родителями молодыми. Менә безнең Государственная Думада бар. Ничә кеше анда татарлар бар. Бешара Гилметдинов бер үзе урманда бер адашкан кеше кебек кычкырган була, сөйләгән була. Безне анда бит һичкем ишетми. Безнең Государственная Думада тавышыбыз юк. Один из вариантов продвижения татарской нации культуры в России – это выборные органы. Сколько сегодня депутатов в Госдуме, сколько в Совете Федерации, сколько глав субъектов сегодня татары, сколько мэры городов России татары. Вот это тоже вопрос затронулся. И один из выходов этого – это больше татарам участвовать в выборных органах и в партиях, начиная с молодого возраста. Затронулся вопрос кадровый. У нас есть татары, которые работают на серьезных ответственных должностях. Больше нужно растить кадров, выращивать, помогать, но эти кадры должны быть с мыслью потом помогать своей нации, своему татарскому народу. Каким настроением люди приехали и с каким настроением воодушевленные люди уезжали, чтобы потом рассеяться по всей России, Средней Азии, зарубежью, и вот это настроение, вот этот татарский дух, подъем, чтобы передать своим коллегам.